Спасибо, что вы нам представили время для того, чтобы мы высказали свое мнение о судьбе Государственной гидрометеорологической службы Республики Абхазия. Очень много писем, очень много звонков к нам обращаются, все интересуются о судьбе метеослужбы. Мы даем ответы на многие письма, мы даем информацию, мы начали уже давать определенную информацию о Российской Федерации. К сожалению, мы сейчас, может быть, скорее всего, временно мы приостановили эту информацию. Я со всей ответственностью заявляю, Государственная гидрометеорологическая служба ликвидирована. А как дальше она будет формироваться, что в какой там структуре, в каком виде, это уже другой вопрос. Я не информирован в этом вопросе, это уже прерогатива экологической службы. Основание для того, чтобы ликвидировать. Первый, это то, что указ президента Республики Абхазия, Анклав Александр Золотинскович, 2011 год. Ввести в ведение экологической службы Республики Абхазия, по охране природы и так далее, Государственную гидрометеорологическую службу. Второй вопрос, это то, что касается по результатам проверки. Здесь более интересно, по результатам проверки контрольно-ревизионной комиссии. Нарушение, которое выявляется, это то, что у нас в момент проверки, я тоже постараюсь процитировать, то, что в момент проверки на работе присутствовало 10 человек. Потом выяснили 12 человек, 10 человек. То есть 10 человек отсутствовало. Я хочу немножко историю рассказать. Мы говорили о прогнозе погоды Черноморского побережья Абхазии. Мы не охватывали горную часть, потому что у нас не было информации. Мы решили пойти по другому пути, по методу не строительства станции, что это практически невозможно. Это не то, что тогда, и сегодня это невозможно. Я здесь поясню, почему невозможно. 80%, более 80% территории Абхазии не заселена. Второе, то, что это более 70% практически это горная труднодоступная территория. Даже автоматические станции, если мы там построим, не нуждаются в поверке, что сегодня практически это невозможно. Поэтому мы решили пойти по пути, как проведение экспедиционных работ. То есть проводить наблюдение, допустим, за накопление снежного покрова, устойчивого снежного формирования покрова, ледниковые движения, фенологические наблюдения, даже гидрологические наблюдения. Мы начали собирать информацию. Эта информация дала возможность для того, чтобы уже охватить всю территорию Абхазии в плане прогнозирования атмосферных явлений. Мы начали уже определять и климатические условия Абхазии. Практически мы начали определять более устойчиво и зоны и так далее. Соответственно, мы начали собирать огромное количество информации. Мы начали собирать не только по климату, по гидрологии и так далее. Мы начали собирать информацию по географии. И мы обратились тогда, в последующем, и раньше обращались, то, что мы обратились, создать уже информацию, положить на какую-то бумагу, если мы можем сказать, которая является картой. И тогда Владислав Григорьевич нас поддержал, то, что мы начали делать карту Абхазии. Там 316 экспедиций по территории Абхазии проведено. В последующем мы смогли создать атлас Абхазии. Это впервые в истории. Мы собрали 70 карт Абхазии. Еще 13 карт еще не изданы. Прогноз погоды, и климатология, и гидрология. И это и есть география. Это составная часть. География состоит из этих отделов. И многих других, 18 отделов. И, соответственно, мы обеспечили научные базы нашей информации. Мы смогли заинтересовать наших коллег России, географов. Мы создали на базе всех этих исследований Абхазское географическое общество. Мы активно сотрудничаем с Русско географическим обществом, в частности, Краснодарского края, Сочи и Москвы и так далее. То есть мы обмениваемся, идет огромный обмен информацией. И прежде всего их интересует то, что сама география Абхазии. Мы смогли здесь соорганизоваться и прогнозы улучшить. После войны
оправданность прогноза погоды, она составляла то, что порядка 70-75%. Мы радовались 75%. Сегодня она во многом превосходит население, я думаю, что видят то, что, в крайнем случае видели то, что выше 95. Впервые, помимо того, что карты Абхазии, мы подготовили сейчас новую карту, мы практически завершаем то, что если там было около 400 с чем-то топонимов в Абхазии, то новую карту, которая на абхазском языке, которую мы подготовили, там собрано около 3000 топонимов. Конечно, это не только наше дело, это, конечно, здесь включены специалисты, там, Гацпата Шапанович, в первую очередь, Куачев Валерий Ильич, это в первую очередь Шота Костейпа, и многие, то есть Казан Петр Щукревич. То есть мы подключаем и других специалистов, подключаем из Российской Федерации, которые нам помогают. Благодаря вот этим нашим экспедициям мы смогли создать, которые мы так долго мучились, и то, что мы все время говорили, географический энциклопедический словарь. Это изданные работы. Я сразу скажу, что 27 изданных работ после войны. Сейчас мы готовим это уникальное, это, на мой взгляд, то, что с Севастополем мы договорились, они долгое время нам помогают, я думаю, что они помогут издать его. Вот впервые мы издаем Черноморская акватория Абхазии. То, что касается климата Абхазии, это уникально подготовленный материал, характеристика климата Абхазии. Это собранный, это фундаментальный материал, то, что, вот это, конечно, Российская Федерация нам помогло, то, что из Обнинска мы получили информацию, плюс результаты наших наблюдений. Мы собрали полную характеристику климата Абхазии. Уникальная же информация собрана, то, что по гидрологии Абхазии, реки, озера, подземные воды и так далее, наши ледники, наши снежники и так далее. Мы договорились с те, которые издают, это Ярославль находится, то, что в центре, то, что мы получаем оттуда специальные синоптические карты. В последующем мы на основании и получив информацию, мы составляем свои синоптические карты. Все работы выполняли в конце, и сегодня еще выполняют. Может, не в полном объеме уже, к сожалению, но они выполняют. Это тех, которые в акте проверки назвали, что во время, там она, вот правильно, я с этим согласен, что в момент проверки их не было. Они работают и в других местах. Они совмещают. Я не говорю, что здесь все идеально, но они получают 5-7 тысяч рублей, но они целый день здесь сидят. И в этом и нет необходимости. Даже в том смысле, что, допустим, гидрологические наблюдения делаются утром и вечером. То есть там в 7 часов и в 19 часов. Многие вот это, которые наши географы, которые со мной работают, здесь метеослужба не является главной работой, это не основная работа. И, конечно, когда в момент проверки, конечно, чтобы не было вот этой проблемы, я сказал то, что у вас есть основная проблема, чтобы там они не пострадали, мы практически здесь получаем. Но при этом есть выполненные работы. Но они есть... полный оклад получают у вас? Да, полный оклад они получали. Да, я согласен с вами, то, что здесь, да, мы выявляем нарушения. Но у нас не было другого хода. Мы в этом признаем, что мы не говорим, что да, они получали полный оклад. Конечно, в этом выявлено, я признаюсь, выявлено нарушение. Но не какой-то там человек, это речь идет о том, что 8 человек, которые работают. К сожалению, здесь мы не можем сказать каких-то общих исследовательских работ, наблюдательных. Единственное исключение составляет метеостанция, построена нами, вот гидрометеослужба Абхазии, то, что находится в районе Дианы. Там у нас одна штатная единица, у них тоже есть штатная единица. И вот результаты наблюдений мы тоже, как наша станция, которая... Это наша станция, но находится на территории института. Это наша станция метеослужбы, это наше оборудование и так далее. Я со всей ответственностью заявляю, откуда мы берем информацию. На составление прогноза погоды сегодня вот из общего объема только 10% отводится. А вот 90% это сбор информации. В основе составления прогноза погоды лежит прежде всего та синоптическая информация, которую мы получаем от Гидрометеоцентра России. За нашим прогнозом стоит научная база, информация, почему это произошло. Что нету вот в Гисмете. У нас есть архивный материал, уникальный архивный материал, откуда мы берем эту информацию, на основе чего мы это делаем. Я уверен,
уверен, что гидрометеослужба Республики Абхазия, она будет обязательно существовать, будет развиваться. Для этого, я считаю, надо делать следующее. 3 основополагающие. Первое, заключить соглашение гидрометеослужбы Республики Абхазия с Российской Федерацией. Вот такой проект мы начинали, вот Сергей Васильевич, вот то, что он подписал, я вам покажу этот документ, который мы начали. Второй вопрос. Восстановить гидрометеорологические станции, то есть сети наблюдения на территории Абхазии. И, конечно, надо, и третья основа составляющая, это развитие обмена информацией между Россией и Абхазией.